Был момент, когда кыргызы были сильнее всех в Центральной Азии. И об этом написано в древних хрониках. В IX веке в сердце Центральной Азии произошло событие, которое изменило баланс сил на всем континенте. Кыргызский каганат разгромил Уйгурскую империю, одну из самых могущественных держав своего времени. Об этом прямо писали китайские летописи Таншу и Синь-Таншу. После этой победы кыргызы взяли под контроль огромные территории от Енисея и Алтая до земель восточного Туркестана. Кыргызский каганат не был просто союзом племен. Это было государство с каганом, знатью, дипломатией и влиянием на международную торговлю. Китайские хроники описывают кыргызов как сильную военную силу, с мобильной конницей и продуманной стратегией. Но кыргызы не стремились управлять завоеванными землями напрямую. Их власть была иной, через контроль путей, союзы и военное превосходство. Возможно, именно поэтому кыргызский каганат редко называют империей. Он не строил городов-столиц, не возводил дворцов, но в течение десятилетий определял судьбу Центральной Азии. Это была империя степей, империя движения, а не камня. И о ней говорят мало, потому что она не вписывается в привычное представление о государстве.